Вот, собственно, почему мы видим, как в первых, да, главах Библии, в первых книгах Библии про ангельский мир крайне скудно. И уже когда человек и человечество, общество, церковь ветхозаветная растет интеллектуально, то тогда можно уже говорить и об ангелах. А вот представьте себе человеку, простому, который только-только вот приближается к каким-то понятиям религиозным, ты начнешь рассказывать про вот эту небесную иерархию, Дионисия Ареопагита, вот цитировать его книгу, другие, Максима Исповедника или богослов, философ Владимир Николаевич Лосский. Вот казалось бы, да, хорошим таким уже современным языком человек пишет, но если ты без подготовки начнешь читать, ты повредишься. Либо махнешь рукой в лучшем случае, скажешь, мне это скучно, непонятно. Может быть, поэтому Да. научный прогресс, он как бы исчисляется тысячелетиями, чтобы в древности люди с ума не Да, сошли? вы знаете, это нормальный, естественный вот этот процесс эволюционный. И вот такой же процесс был, нельзя людям, которые жили в окружении языческого мира, было рассказывать про ангельские силы. Представьте себе, да, книга «Бытие» писалась, и «Исход», Пятикнижие писалось для людей, вышедших из египетского плена. Они жили в окружении народа, который кланялся кошкам, крокодилам, быкам, солнцу, луне, духам. И вот теперь представьте, вот на них обрушить, да, вот всю эту информацию. Конечно, они охотно начнут поклоняться и херувимам, и серафимам, и афанимам. Собственно, мы читаем, что иногда были вот эти сбои, и народ поклоняться начинал небесному воинству. Это не только там звездам, солнцу и луне, но и каким-то духам, да, ангельским силам.